В эфире телеканала «Якутия-24 новости», в студии Василий Радченко и главное к этому часу. Первые добровольцы в Москве прибыли на диагностику перед массовой вакцинацией отечественным препаратом от коронавируса. Начальный этап ремонта дороги из Якутска завершился в Намском районе. Строители заверяют, что асфальт прослужит не менее 10 лет. Якутская кинолента завоевала награду на 22-м Всероссийском Шукшинском кинофестивале. Победу одержали в номинации «Лучшая продюсерская работа». За минувшие сутки в Якутии выявили 58 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 33 в Якутске, 6 в Мегино-Кангаласском, 5 в Нерюнгринском, по 3 в Верхневилюйском и Татинском и единичные случаи в других районах. Подтвержден еще один летальный исход от COVID-19. За сутки лабораториями республики проведено 1309 исследований на коронавирус. Первые добровольцы прибыли на диагностику в инфекционную больницу Москвы перед массовой вакцинацией отечественным препаратом от коронавируса. Введение вакцины будет проходить на 4-й день после проверки. Врачи проверяют состояние здоровья пришедших москвичей. Кроме измерения температуры и давления, берется мазок на полимеразную цепную реакцию. И проверяется венозная кровь на наличие антител к коронавирусу, а также на ВИЧ и гепатиты Б и С. Исследования прокомментировали врачи медучреждения. Результатом первой и второй фазы у всех добровольцев выработался очень хороший уровень гуморального и клеточного иммунитета. То есть они защищены от коронавирусной инфекции. И кроме того, не было выявлено каких-то значимых побочных явлений. Да, было незначительное повышение температуры, возможно, покраснение в месте введения инъекции, но значимых осложнений не было. На сегодняшний день, благодаря тому, что проведена первая и вторая фаза, мы можем приступить к 3-й фазе исследования, которая уже позволит нам доказательную медицину ввести в действие, то есть доказать эффективность на большой когорте людей и расширить показания для его введения. Вообще, само клиническое исследование предполагает участие 40 тысяч москвичей. Между тем, вторая партия рециркуляторов для обеззараживания воздуха прибыла в Сунтары. Их произвели в технопарке Якутия. Всего 1133 аппарата, из них распределили между образовательными учреждениями из расчета 1 прибор на 2 кабинета. Это поможет организовать учебный процесс безопасно. На 45 учеников при поддержке Управления образования Сунтарского УЛУСа нам нашу школу предоставили 5 штук рециркуляторов на 9 классов. И думаем, надеемся, что работа этих оборудований для нас будет большой поддержкой и помощью. Первыми удар пандемии приняли медики. Даже с улучшившейся эпидобстановкой врачи продолжают оставаться начеку. Многие из них неделями не видят семьи. О героях нашего времени. Полина Долинская. Медицинские работники всей страны первыми приняли на себя удар пандемии. Несмотря на то, что самое сложное уже позади, работать приходится в непростых условиях до сих пор. Оглядываясь назад, признаются, что при всех своих знаниях и профессионализме многие эмоционально не были к этому готовы. У нас уже, правда, были тогда методические рекомендации по схеме лечения пациентов, да? Уже были несколько методических рекомендаций по ведению пациентов, приказы Минздрава Республики России, да? В то же время сами медики психологически нам тяжело было это воспринять, что у нас все-таки это происходит. Для руководителей, которые непосредственно работают ежедневно в таком режиме, было вообще страшно, потому что у нас же тоже сотрудники, да, с которыми мы вынуждены были отправлять их. Честно сказать, мы их как в бой отправляли. Я думала, это чьи-то мама, чьи-то родители, да, бабушки. Спасая других, работали на износ, неделями не видели свои семьи. Медработники, не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порою жизнь, боролись за спасение горожан. Каждая бригада, которая впервые шла, сотрудник, который впервые шел работать в бригаду, или работать в стационаре, или работать на КТ, мы у них принимали зачеты, как правильно раздеваться.
И вот этот, у них, вот этот механизм раздевания у них должен был выработаться до автоматизма, для того, чтобы они... Вот представьте себе, вот в этом СИЗе люди могут находиться иногда до 7-8 часов. Они же устают. Они, когда приходят раздеваться в шлюз, они могут сказать: ой, я лучше так сниму и так далее. Если они этого не будут придерживаться, они заболеют. Поэтому вот для бригад наших, которые вот на вызова ездят, да, мы прямо установили время конкретно. 8 часов, если ты выехал, ты должен в 12 часов подойти, раздеться, помыться, покушать, и только после этого заново одеваешься и едешь тоже на вызова. Ведь сестры решили сперва же там забрали, да, ну, типа мы по 6 часов будем. Я говорю, никаких 6 часов. У меня здесь война с ними шла, психологическая, чтобы они не ходили там 6 часов. 4 часа все, предел. Они должны оттуда, с отделения выходить. 4 часа это полное обезвоживание. Они не могут ни водичкой попить, никуда не сходить. Вот они, прежде чем зайти в отделение, они меньше воды пьют, да? Там 4 часа они вообще не пьют. Когда выходят, они упиваются. Там тоже вот такие вот моменты, ну, сохранить вот диету и так далее. Вот таких вот моментов было очень много, чтобы они себя сохранили. Вот самая высокая заболеваемость была в июне-июле месяце. Мы там чуть не задохнулись. Это был вообще страшный период. Я не хочу этого переживать вообще никак. Этот самый страшный период, вот, потому что, во-первых, жара, сотрудники все вот в этом, все заходят, вот когда их видишь, да, все заходят. Так, если честно сказать, мне вообще жалко становилось. Я не могла вот это, на это спокойно смотреть. У меня сразу, когда я их видела в СИЗах, они бедные в машину заходили, у меня слезы на глазах, я вообще не могла с ними разговаривать. Но все равно приходилось с ними их убеждать, что они должны это делать, что им это обязательно надо. Кто кроме них это будет делать, но это все-таки сила убеждения. Медицинскую помощь во время пандемии продолжают оказывать в полном объеме до сих пор. Не было отказано ни одному нуждающемуся в госпитализации. Больницы оснащены всем необходимым и готовы к худшему сценарию, который, к счастью, не реализовался. Во всем мире сейчас идет уже, все говорят, вторая волна. Мы держим пальчики вот так вот и говорим: не приходи к нам вторая волна. Не ходи к нам вторая волна. Впервые в истории нашей республики столько медиков разных специальностей одновременно брошены на борьбу с вирусом и его последствиями. Сейчас о борьбе с COVID-19 часто говорят, используя военные термины. К сожалению, такие сравнения уместны, ведь эпидемия – это настоящая борьба без травм, а врачи в ней – герои нашего времени. Полина Долинская, Георгий Григорьев, Якутск. Двое якутян стали победителями чемпионата «Лидеры России 2020». Это главврач Якутской офтальмологической больницы Иван Луцкан и первый замглавы Нерюнгринского района по вопросам промышленности и строительства Артем Фирстов. Вчера приз и диплом победителей вручил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Отметим, что от Якутии в «Лидерах России» впервые победителями стали сразу два участника. На этой неделе завершается ремонт ряда участков на региональных автодорогах. Так, на дороге НАМ работы ведутся на 3 участках общей протяженностью 23,5 километра. Всего предусмотрены средства в размере более 607 миллионов рублей. В рамках первого этапа с мая этого года асфальт положили с 39 до 44 километров. Работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Поверх ровного земляного полотна бетонное покрытие укладывается в 2 слоя. По словам специалистов, участок дороги прослужит не менее 10 лет. Для этого применили современные материалы, такие как технология холодной регенерации. Также в первой декаде сентября должны быть сданы после ремонта объекты на автодорогах Умнас, Яна и Анабар. Определенное отставание в начале работ из-за эпидемии коронавируса. Все-таки наши дорожники успешно справились с годовым заданием. И эти 5 километров сдали досрочно. Примерно где-то, наверное, на недели 3. На автодороге НАМ в этом году будут произведены работы более чем на 600 миллионов рублей.
В муниципалитетах Якутии назначили ответственных работников, которые ежедневно мониторят, чем и как кормят учащихся начальных классов. Данные передаются напрямую в региональное Минобразование. Напомним, по указу президента страны с начала учебного года школьники младших классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. В нашем регионе детей с 1 по 4 классы более 62 тысяч человек. До конца года на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделят почти 420 миллионов рублей. Сейчас питание в большинстве школ обеспечили, а в тех учреждениях, где учебу проводят дистанционно, кормить будут, исходя из эпидситуации на местах. Меню питания определяется санпин-нормами, и для каждого класса, для каждого возраста он разный. То есть имеется различный колораж, норма питания. Имеется, конечно же, региональный компонент. Таким образом, у нас в республике могут быть добавлены, например, белорыбица, какие-то сорта мяса, например, оленина или жеребятина, также дикоросы. В Нерюнгринском районе заработали все детские сады. Со 2 сентября открыты разновозрастные группы для дошкольников в возрасте до 3 лет и старшей группы от 3 до 7. Подробности у Тамары Игнатьевой. В детском саду «Огонек» ко 2 сентября все 12 групп были готовы к приему детей. Но на сегодня работает всего 8 групп, потому что некоторые дети находятся за пределами города, на отдыхе с родителями. Сегодня в сад привели 100 детей. Детки пришли все радостные, глаза горели, обнимались с нами, потому что до такой степени уже и мы скучали по ним, и дети по нам скучали. Родители все довольны. У нас еще функционировали группы в июне месяце и посещали детский сад дети со всего города, остро нуждающиеся. Тоже только были родители нам благодарны. Также в детском саду идет новое комплектование, поэтому часть родителей с детьми проходит медкомиссию. Детей в группе от 20 до 25 человек. С утра, как и положено, термометрия. На каждом входе размещен антисептик и, конечно же, строгий масочный режим для родителей. Каждой группе прикреплен отдельный вход. Ребенок безумно скучал по садику, постоянно спрашивал: мама, когда же мы начнем ходить в сад? Мои друзья постоянно спрашивали, с таким удовольствием пошел в сад. Очень рад был видеть всех своих друзей. И я, как мама, очень рада, что сады наконец-то начали работать, что ребенка можно оставить в саду и спокойно идти на работу. Мы очень рады. Думаю, от лица всех родителей я выражу благодарность. Детский сад «Огонек» специализируется на коррекции задержки и нарушении развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Для таких деток здесь работает 5 групп. Педагогами ведется постоянная работа по укреплению здоровья детей, в основном индивидуальная. Корректируем поведение, познавательное развитие. Благо, что нам позволяет наша и природа, и наше оснащение, так скажем, детского сада, да? Что мы можем здесь закрепить и цвета, и формы, и осень, время года. В садике уже тепло. Для детей организовано 4-разовое питание. Из муниципального бюджета на протяжении 3 лет выделяются средства на ремонт фасада и кровли. В этом году произведено благоустройство территории садика. А за счет республиканского бюджета было приобретено несколько новых игровых оборудований. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Якутская кинолента завоевала награду на 22-м Всероссийском Шукшинском кинофестивале. Фильм «Нет Бога, кроме меня» выиграл в номинации «Лучшая продюсерская работа». Якутскую картину в целом зрители встретили очень тепло. В связи с пандемией кинотеатры были закрыты и показы проводились на улице. Церемония закрытия, как и открытия, прошла без присутствия столичных знаменитостей, красных дорожек, торжественных речей и долгих концертов. В конкурсную программу вошли 8 фильмов, которые показывали на 3 площадках Барнаула. И на этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.